Ну, я хочу Олегу пожелать, наверное, ну, как человеку, ну, во-первых, конечно, дойти нормально до финиша в этой предвыборной кампании с тем результатом, который будет полезен в дальнейшей работе. Да? То есть это подавляющее большинство жителей Хангаласского улуса. Ну, мы же сами понимаем, что чем крепче доверие среди населения, тем проще работать и в районе, и, собственно, в городе Якутске. Ну и дай бог, если все получится, поменьше участия в политических интригах и всему прочему. Сейчас немного о плохом я, конечно, поговорю и скажу. Ну, я думаю, что коронавирус в этой ситуации Олегу на пользу пошел. Все мы помним события, которые разворачивались зимой, ближе к весне, когда была назначена первая выборная кампания. И ну, на самом деле многих не устроило то, что стало происходить в районе. Ну, я имею в виду по кандидатам, да, по основному кандидату. Поэтому я хочу, ну, собственно, произошло то, что произошло, и, честно говоря, ну, я был рад, когда узнал о новых кандидатах на праймеризе. Собственно, это два человека, которые, в принципе, будут работать на благо родного Хангаласского улуса и ну, по меньшей мере ничего плохого не сделают, как минимум. Поэтому праймериз состоялся у вас, как правильно сказать-то, делегаты, да, сделали свой выбор, поэтому хочу пожелать Олегу успехов. Еще раз говорю, очень важна поддержка населения. Дай бог, чтобы эта поддержка была, и в случае положительного результата не рваться куда-то дальше во власть. Все мы прекрасно знаем, как Хангаласский улус регулярно трясет у нас с главами, да? Особенно последние там, 15 лет долго никто не задерживается. Ну, я, наверное, попрошу Олега в случае успеха задержаться в районе, исполнить свой долг как минимум в 2 срока, ну не как минимум, а в 2 срока. Первый срок условно на раскачку, на планы, а второй срок, чтобы все эти планы реализовать. На самом деле это не такой большой период времени. Потом хочу пожелать хорошей, доброй команды, доброй, потому что, чтобы относилась к населению с душой, с добротой, с открытым сердцем, чтобы и с жителями района постоянное общение было. Район территориально не очень большой у нас по сравнению с другими улусами, поэтому хочу попросить регулярно встречаться с людьми, ездить с людьми, не только в рамках предвыборной кампании, но и в дальнейшем. Ну, собственно, быть полезным для родной земли. У меня все. Спасибо, Алексей. Ну, вот, правильно отметил, что 1 срок для головы это очень маленький срок. 5 лет это, можно сказать, один проект только готовим мы 2 года или 3 года. Плюс госэкспертиза. Да? И на реализацию данного проекта еще там заявочные, всякие федеральные программы, республиканские программы. И вот нынче у нас строится детский сад, ну, микрорайон в прошлом году построили в Лоханане, да. Проект начали с 2016 года. И только вот нынче начали строительство данного детского сада. Поэтому вот за один срок как бы глава может успеть, просто именно конкретные какие-то документы подготовить, проекты, включить программу, да, а строительство уже на 6-7 год идет данных проектов. Но это строительство строительством, да, мы должны как бы еще вот рабочие места это главное, что в сельских поселениях и в городских поселениях, потому что если у нас демография как бы показатель понижается, тогда там уже как бы с правительства сверху тоже смотрят, у нас если что, ну, просят же детский сад, школы, да, но население тоже не понимает, что если у них как бы идет спад, как бы уже правительство и вот, высших органов как бы тоже они тоже смотрят. К сожалению, у нас во многих сельских поселениях как бы идет спад.
Ну, не в Улаханане, наверное, судя, Но в Улаханане судя нет. по тому микрорайону, я был в этом Да, микрорайоне. да, в Улаханане у нас как бы демография хорошая. У нас в год рождаемся где-то более 20 детей, а смертность 7. Так что у нас в Улаханане как бы показатели хорошие. Вот только в сфере сельского хозяйства в Улаханане работают более 200 человек. А в каждом сельском поселении, когда идешь, да, там самый большой коллектив это кто? Это школа, где работает 40 человек, 30 человек. А в конезаводе Берте только 120 рабочих мест. Плюс Павлов Михаил, у которого более 1000 голов КРС, 70 рабочих мест. Это, можно сказать, Павлов Михаил, да, в истории республики нашей третий человек, у которого в частном порядке, да, более 1000 голов. Это первый был Чочабай, второй не помню, Ирма Ермич о ком-то говорил, и третий вот Павлов Михаил. У него сейчас более 1000 голов. В частном хозяйстве. В частном хозяйстве. Спасибо, Алексей.